поздороваемся. Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! Здравствуй, вольный ветерок! Здравствуй, маленький льгот! Здравствуй, утро! Здравствуй, день! Нам здороваться и лень! Так, я хочу вас спросить. Ребята, вы знаете, что нас окружает? Природа, правильно. А что такое природа? Животные. Животные, еще. Растения, конечно. Что нужно для того, чтобы цветы обязательно? Деревья. Деревья, птицы, горы. Это все природа. Ласточки, это птицы. Что нужно для того, чтобы все это процветало? Вода нужна. Солнце. Земля. Обязательно. А самое главное, одно из самых главных, что нужно? Природа. Ходить. Да. Точно, молодец, молодец, Лизонька. Но для природы, для того, чтобы она расцветала, нужен воздух. Правда? Да. Нужен воздух. А нам с вами он нужен? Да. Нужен? Да. А давайте попробуем сейчас вдохнуть глубоко и задержать дыхание. Не мучитесь, я смотрю, Хантик уже прям чуть не лопается. Нам нужен воздух. Вот видите, мы без воздуха можем от силы, Таирочка, все, 2-3 минуты. Нам он очень нужен. Я сегодня предлагаю нам с вами поговорить про воздух. Ну не просто как дети, а как настоящие ученые-экологи. Экологи – это те, кто занимаются природой. Договорились? Да. Наша группа сегодня превращается в лабораторию. Ну, школу. Нет, лабораторию. Вы будете у меня лаборантами. Будете проводить опыты, а я буду вашим научным руководителем. Договорились? Да. Согласны? Да. Где есть воздух? На улице. На улице. Еще где? Гора. В горах есть воздух. В доме. В доме. Лизонька. Еще есть воздух в лесу. Конечно. Давид? Пальме. Ну, обязательно. Везде есть воздух. А как вы думаете, в нашей группе воздух есть? Да. А давайте проверим. Давайте проведем первый эксперимент. Откройте их. Найдите, где вот у нас мешочек. Так. А теперь посмотрите. Ребята, вот так раз провели и закрыли. Не получилось. Оп, оп. Можно подумать. Посмотрите. У меня уже получилось. Вы поймали Но у воздух? меня очень крепкий. Ну-ка, давайте еще раз. Откройте пакетик. Можно вот так сделать. Раз. И закрыли. Вот, есть воздух. Ребята, что у вас в пакете? Как вы думаете? Воздух. Вы думаете воздух? А может быть что-то другое? Может быть что-то другое? А давайте проверим, что же у нас в пакете. Возьмите зубочистку, которая тоже у вас лежит на столе. Не получается сейчас. А я уже ловила. Ты уже лопнула, молодец. Вот, держи. Держим одной рукой пакетик, а другой берем зубочистку и прокалываем. Оп. Подставь так себе. Липничка, чувствуешь воздух? Чувствуешь, воздух выходит? Да. Дырочку подставь к себе. Смотри. Чувствуешь? Что выходит? Воздух. Воздух. Все, у меня желудок. Конечно. Значит, в нашей группе есть воздух. Он окружает нас. Так. Ребята, сложите пакетик, отложите его в сторону. Все ученые в мире результаты своих опытов записывают. Мы с вами будем записывать с помощью символов.
ответный. Его не видно. Мы его не видим. Мы его обозначим, первый наш опыт, вот таким символом. Нет цвета у воздуха. Правда? Да. Мы убедились в этом? Да. Давайте проверим. Что это такое, скажите? Стакан. Там что-то есть? Нет. Он пустой? Да. Пустой. Вы хотите убедиться, что он не пустой? Да. Посмотрите, проводим следующий опыт. Берем красивую салфетку, возьмите, и сильно-сильно ее вот так сомнем. И положим на дно стакана, вот прям туда крепко. Так. Слушаем. Так, у всех получилось? Да. Ребята, а теперь этот стакан мы опустим в воду. Но только опускать надо осторожно, не переворачивать, а ровненько опускать. О, у тебя выпала салфетка, у меня она тоже выпала. А у меня нет. Так, вы доставайте свой стакан. Кто делал правильно? Я правильно. Посмотрите, вот я на Иришкином примере. Нет. Не выпала, посмотрите, она сухая, она не намокла. Потрогайте, достаньте салфетку. Что мешало налиться туда воде? А? Вода-то не попала в стакан? Стакан. Что там внутри было? Салфетка. Она не давала. Ни салфетка не давала. Посмотрите. В стакане был воздух, и он не давал воде подняться. Поэтому салфетка наша осталась сухой. Уберем салфетку. И сейчас мы наклоним. Посмотрите, я с наклоном опускаю, и вода в стакан попадает. Ну-ка, наклоните свой стаканчик, опустите в емкость. Попадает туда вода? Да, потрогайте. Попробуйте. Попробуйте. Потрогайте стаканчик изнутри. Он мокрый? Мокрый. Стакан внутри мокрый. Потому что воздух из стакана вышел, и туда, на его место, налилась вода. Посмотрите. Мы обозначим наш опыт вот таким символом. Пустой стакан. Это значит, что в любых предметах есть воздух. В каких предметах? В коробке может быть? В нас. В нас мы до этого дойдем. В банке. В банке может быть. А как вы думаете, в надувной игрушке есть воздух? Да. Есть. Стакан. Вот тут есть. В резиновом круге есть воздух? Да. В баллончике? Да. Где? В мече. В мече, конечно. Еще есть в воздух. В батуте есть воздух. Молодцы. Мы обозначили символом стакан. Это значит, что во всех предметах есть воздух, если даже они кажутся пустыми. Что воздух есть внутри нас. Как это проверить? Когда дунь, там уходит воздух. Молодец. Все очень просто. Возьмите трубочку, подуйте в нее и подставьте с другой стороны ладошку. Вот. Чувствуете воздух? Да. У меня теплый идет. Конечно. У тебя теплый воздух Еще идет. вот так. Внутри нас есть воздух. А хотите его увидеть? Да. Хотите? Да. Опустите второй конец трубочки в нашу яму. Увидела? Я увидела свои пузырьки. Здорово! Воздух выдувается через трубочку, попадает в воду. Да, и в виде пузырьков поднимается на поверхность. Если мы будем дуть очень сильно, то получится настоящая буря. Правда? Давайте обозначим этот наш опыт с помощью следующего символа. Человечек.
Он обозначает, что в человеке есть воздух. Здорово! Вы знаете, что воздух может двигаться? Хотите в этом убедиться? Возьмите веера, которые мы с вами сделали своими руками. Виталичка, возьми свой желтый веер. Помашите на себя. Что вы чувствуете? Воздух. Это движение воздуха. Если воздух движется очень сильно, то это получается ветер. Подули? Здорово. Здорово. Солнце светит очень ярко, и ребятам стало жарко. Достаем красивый ветер, веер, пусть прохладою повеет. Еще раз подули. Мы с вами, как настоящие ученые, записываем результаты нашего эксперимента. Посмотрите, я прикрепляю на доску символ качающееся дерево. Потому что я сказала, что движение воздуха – это ветер. Отдохнули? Не стало вам жарко? Положите веера, а теперь давайте отдохнем по-настоящему. Встаньте за парк. Осторожно, ветер за калитку вышел. Постучал в окошко, пробежал по крыше, покачал тихонько ветками черему, поругал за что-то воробьев знакомых и, расправив гордо молодые крылья, полетел куда-то вперемешку с пылью. Мы с вами уже говорили, воздух прозрачный, бесцветный, может двигаться. А как вы думаете, он сколько-нибудь весит? Он имеет вес? Нет? А я вам сейчас докажу обратное. Посмотрите, у меня два шарика. Одинакового цвета, одинаковой формы и одинакового размера. Посмотрите, весят они одинаково? А теперь хотите убедиться, что воздух имеет вес? Посмотрите. Посмотрите, шарик с воздухом весит тяжелее, чем шарик без воздуха. Я тоже хочу попробовать. А потом попробуем. Я тоже. Договорились? Да. Значит, воздух имеет вес. Мы в этом сейчас убедились. Оставим. Я вам потом дам попробовать. Значит, мы ставим еще один символ. Результат нашего эксперимента. Шарик. Это значит, что воздух имеет вес. Ребята, попробуйте, понюхайте воздух. Чем-нибудь пахнет? Нет. Ничем не пахнет. Есть какой-то запах у воздуха? Нет. У воздуха нет запаха. Закройте глазки. Нюхайте. Пахнет теперь? Да. Есть? Есть запах? А чем пахнет? Духами пахнет? Вот это результат нашего эксперимента. У воздуха нет запаха, но он легко передает запахи окружающей среды. Я побрызгала духами, и сразу стало у нас в комнате пахнуть духами. Мы запишем результат нашего эксперимента. Прикрепляю выводы нашего опыта. Воздух без запаха, но легко впитывает в себя запахи окружающей среды. Вот это нос! Здорово! Наш опыт. Возьмите, у вас на столах лежат футляры киндер-сюрприз. Поверните. Чувствуете, там есть игрушка? Да. Откройте их. Ой, нет, давайте я уж лучше я вам помогу, чем вы зубами будете открывать. Кому помочь? Так, у
Что с ней случилось? Она утонула. Она утонула. А моя, Она утонула, потому что она моя плавает. не пустая внутри. Моя плавает. Закройте футляры. Закройте. Я закрыла. И опустите тоже сюда в стаканчик. Вау, она плавает. А футлярчик утонул? Да. Нет. Смотри. А почему он не утонул, как вы думаете? Он большой. Нет, не потому, что он большой. Его воздух. Его воздух. Потому что он пустой. А воздух легкий и не дает утонуть, правда? Мы же с вами говорили, что во всех предметах, если даже они кажутся пустыми, есть воздух. И результат нашего этого эксперимента я прикрепляю и плавает на волнах. Так что воздух прозрачный, не имеет цвета, не имеет запаха, но легко впитывает запахи посторонние, не имеет вкуса, имеет зато вес, и он легче воды. Скажите мне, пожалуйста, ребята, Абикеша, скажите мне, пожалуйста, а каким бы воздухом вы хотели дышать? Чистым или грязным? Чистым. Чистым, точно. Султашек, положи, пожалуйста, игрушки. Нет, прям в коробочку положи. Все бы мы хотели дышать чистым воздухом. Но, к сожалению, получается так, что иногда воздух загрязняется. Как люди загрязняют воздух? Бросаю мусор. Бросают мусор. Еще. Грязь. Что? Грязь. Да, грязь разводят. Грязь. Они мусор. Мусорят, мы уже сказали. Они ставят колючие мусорки, которые уже был мусор. Так, хорошо, с мусором мы уже разобрались. Аналичка. Везде мусор. Так, что-нибудь другое, кроме мусора, вспомните? Бросают, лепят везде грязь. Вспомните. Из трубы что идет? Пар. Дым. Дым идет. Дым. Часто этот дым такой грязный, такой опасный и вредный, что он загрязняет наш воздух. Бывает такое, что ломают ветки, ломают деревья. Бывает такое? Да. Бывает. А мы с вами говорили, что растения помогают нам превращать наш воздух в чистый. Они очищают его. Правда? Растения. Они будут превращаться в кислород. Да, растения – это зеленый наряд нашей планеты. И если вырубать растения, то у нас воздух будет грязным. Посмотрите, какие страшные картинки. Из труб идет черный дым. Автобус едет, а сзади целый шлейф черного дыма, потому что этот автобус неисправный. Посмотрите, сколько мусора. Срубленное дерево, костры. Оказывается, это все очень вредит нашему воздуху, нашей природе. Давайте лес любить, оберегать и взрослым в этом деле помогать. Беречь леса, поля и реки, чтоб сохранилось все навеки. Мы очень много говорили о природе, и наши дети любят природу, оберегают. Они перестали рвать одуванчики, они не рвут листочки, они сохраняют, как могут, нашу родную природу. Правда? О нашем занятии, о наших научных опытах я хочу подарить вам воздушные шарики. А почему я хочу вам их подарить? Потому что вы хорошо занимались и запомнили, что воздух не имеет цвета,
запаха, вкуса. Он легкий, да? Может двигаться и находится везде.